Штабу татар передаю огромный привет. Ассаламу алейкум. Меня давно к себе приглашают. Обязуюсь до вас доехать. Мигзур Ахмед, за вашу поддержку. Татарскому штабу молодежи, что я скажу? Не забывать, кто мы татары, гордиться этим, во-первых. И во-вторых, не забывать свою религию, потому что это фундамент. Если не будет фундамента, дом разрушится, к сожалению. Поэтому, ребят, изучайте свою историю, историю татар и обязательно религию. Это основа. По личному опыту скажу, на самом деле у нас никогда такого не было, чтобы нам говорили в Рамадан тренироваться или не тренироваться. Сейчас мне уже сколько, 34. И раньше, видимо, когда был помоложе, такой вопрос не вставал. Мы тренировались, причем мы тренировались очень сильно. Вот я сейчас вспоминаю, думаю, для чего это было все сделано. У нас были такие тяжелые спарринги, мы всегда выползали из зала, быстрее до дома доехать, чтобы... Да, на ифтар успеть воды выпить. Сейчас, естественно, с годами ты себя начинаешь больше беречь, уже понимаешь, что Рамадан, в принципе, не для этого создан. Рамадан нужно думать о поклонении, о посте, таравих и так далее. Особенно в Москве у тебя с учетом того, что времени много уходит на дорогу, чуть-чуть ты меняешь планы и вообще тренировки свои. Да, информация достоверная, но есть одна помарочка, нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт и там по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу, это нужен, знаете, целый подкаст, целое интервью записать, чтобы рассказать вам все детали. И, наверное, кому-нибудь одному я это расскажу, чтобы миллион раз не повторяться, но ничего страшного не произошло.